Сделать дополнительное образование доступнее и дать как можно большему количеству детей попробовать свои силы в том или ином направлении. Модельный центр с этого дня официально открыт. Основная задача этого проекта, вот если не задача, а цель, если сформулировать этого проекта, то это повышение эффективности системы дополнительного образования в Республике Ингушетия. Модельный центр будет обеспечивать эффективное взаимодействие с федеральными и муниципальными опорными центрами. Региональный центр – это аудитории, лектории и коворкинг, оснащенные современной техникой и собственной мини-типографией для полноценного рабочего процесса. Для печати цветной продукции печатной. Дальше у нас идет это плоттер для формата А0, то есть для больших плакатов, в том числе цветное оборудование, то есть выпускает цветную печать. Здесь у нас идут брошюровщики для сборки блокнотов на пружинной, на металлической пружине, на пластиковых пружинах. И дальше идет резограф. Это оборудование очень эффективно для печати большого тиража, то есть оно максимально экономичное. Разработать и внедрить современные программы, распространить лучшие практики в сфере доп. Образования. Региональный модельный центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Такие центры появляются в субъектах страны с 2019 года. Задачей центра – это методическое, консультационное, аналитическое, экспертное сопровождение всей системы дополнительного образования. Это работа в навигаторе, обеспечение качественного учебного процесса, это экспертиза учебных программ дополнительного образования, это выявление лучших практик в системе дополнительного образования и их трансляция по всей системе доп. Образования. Система «Навигатор» станет одним из инструментов дополнительного образования. На платформе родители и дети смогут познакомиться с программой и записать ребенка на кружки. Благодаря сертификату персонифицированного финансирования дети получат возможность обучаться понравившемуся направлению бесплатно. Документ позволит ребятам от 5 до 18 лет получать знания дополнительно вне школы за счет государства. Планируется в дополнительном образовании обхват детей более 80%. То есть выявление талантов детей, дать им шанс на реализацию своих идей. Мы будем являться, говоря простым языком, связующим звеном между дополнительным образованием, родителями и детьми, чтобы дать им возможность проявить себя. Сейчас в региональном модельном центре идет набор персонала и их дальнейшее обучение. Тамара Хшагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.